Отсутствие наставника не помешало победе. Волейбольная дружина Чувашского аграрного университета второй год подряд становится чемпионом Чувашии по волейболу. На финальном матче побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Финальную пару в борьбе за титул чемпионов Чувашии сезон 2021-2022 годов составили дружины Чебоксарского электромеханического завода и Чувашского аграрного университета. В ходе регулярки команды провели 2 встречи и поделили очки. Так что третья игра сезона стала поединком за титул сильнейшей волейбольной дружины республики. Впрочем, лидеры команды электромеханического завода большого пиетета к финалу чемпионата Чувашии не испытывали и отправились на подкрепленный финансами турнир. Пришлось на ходу перестраиваться, потому что игроки поехали за «Газпром» играть. И в результате этого я считаю, что мы потеряли команду. Не обошлось без потерь в составе аграрного университета. На финальный матч команда вышла без своего наставника Павла Паршина. По неким обстоятельствам у тренера не получилось сегодня присутствовать на игре, поэтому мы уже не дети, не в ШВЛ играем, сами можем себя представить и постоять за себя. Впрочем, опыт, полученный аграрниками в первой лиге чемпионата страны, а этот сезон команда Чувашия Чгау завершила с бронзовыми наградами первенства Поволжья, позволил хозяевам площадки доминировать. Капитан аграрников принял огонь на себя и сумел записать на свой счет 12 эйсов за матч. Мэтр чувашского баскетбола, 80-летний Владимир Матижев, старался вдохновить электромехаников, но в данной комплектации они смогли выиграть лишь одну партию. В итоге 3-1 в пользу хозяев площадки, и второй сезон подряд титул чемпиона Чувашии завоевывает команда аграрников. Волейбол – это один из основных, я даже сказал, основной вид спорта, который культивируется у нас в республике, который уважаем и по количеству участников, по количеству болельщиков, по значимости, по рейтингу. Я думаю, лукавят статисты, которые говорят, что второе место после футбола. Я думаю, первое место. Судьба бронзовых наград чемпионата решалась в матче между Чебоксарской ЭКРО и Чувашским госуниверситетом. Со счетом по партиям 3-1 победу одержал дебютант первой лиги команда ЭКРО. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.